Я Сердалов Василий Васильевич, проживаю по этому адресу, вот улица Строителя, 18/1. Проживаю уже с 98-го года. Дом ветхий, аварийный, уже разваливается. Жить невозможно уже. Под полом вода. Периодически провожу откачку воды своими силами. Ремонт провожу, там, замену электропроводки. Дом с каждым годом все проваливается, уходит в болото. Просто уже сил практически нету, уже никаких сил здесь проживать. Обращался в департамент жилищных отношений, в управляющую компанию обращался. Никаких сдвигов, одни обещания, что там переселим, подберем более удобное, благоустроенное жилье. Никаких сдвигов, просто одни обещания. Здесь, в этом доме, вообще проживать уже невозможно. Грибок полностью съел стены, под полом вода, под потолок обваливается, стены рушатся. Произвожу квартплату периодически, даже и наперед. Никаких просрочек у меня нет. Имеются все документы, прописка. Неоднократно обращался, никаких сдвигов. Здесь проживают в этом доме проживают постоянно разные жильцы. Месяц одни заселяются, потом съезжают, другие заселяются. С Киргизии приезжают. Сразу с самолета, с аэропорта сразу в этот дом приезжают. За свет, за тепло никто не платит. Одни заселяются, другие выселяются. Один я только здесь вот проживаю постоянно, имея прописку, и все какие надо документы. Вот компания, управляющая компания Гузаль Рустамовна Джалалова, директор. Мы подберем, будем думать, будем искать, чтобы переселить отсюда, с этого жилья более нормальное. Одни обещания, никаких сдвигов. Все это слова. Можно вот с этих домов все жильцы, вот здесь помойка находится, они все фекалии выливают сюда. И через землю в этот дом, где вот я проживаю, в этот дом все эти нечистоты, все просачивается в этот дом. И вся помойка находится под полом. Вонь стоит невозможная этими фекалиями. Просто уже сил нету уже. Молчать полностью сил нету уже. Я слышал, что с ГРЭСа кто живет в палатках, там погорельцы, будут заселять в этот дом. Сейчас косметику наведут, покрасят, побелят и будут заселять. Здесь нету ни туалета, трубы все ржавые, вот-вот лопнут. В прошлом году в ноябре месяце прорыв был горячей воды, труба лопнула. Человек погиб здесь. Было возбуждено уголовное дело. Лично вытаскивал, стояла скорая помощь. Все службы были сюда в 4 часа утра. Теплоэнергия, давление в системе повысило. И здесь трубы разорвались. Полностью утонул дом, полностью. Хорошо, что помпа водяная находилась дома. Все это шланги выкинули полностью, выкачали всю воду. Человека выносили на носилках вот отсюда, вот в этой комнате был. Выносили скорой помощью, они ему искусственное дыхание, там что-то уколы делали, он скончался прямо здесь в машине. Не успели спасти, заживо обварился. Даже в газете писали. Статья есть полностью. Обращаюсь к властям, к мэру Айсену Николаеву, чтобы оказал сочувствие, помощь в этой жилищной проблеме.